Как известно, временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев особое внимание уделяет реализации всех национальных проектов, в том числе и национального проекта «Экология». Совсем недавно он побывал в Аликовском районе, где ознакомился с ходом рекультивации свалки. Нужно отметить, что рекультивация является необходимой мерой, способствующей улучшению экологической обстановки. Она является сложным многоступенчатым процессом. Кроме Аликова, подобная работа ведется и в Ячикском районе. Именно эти два объекта, потому что по ним была готова проектно-сметная документация, то есть здесь это прежде всего работа администраций районов, и, соответственно, они успели попасть под финансирование, под региональный проект «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Деньги здесь федеральные на объекте и Валикове, вот здесь в Яльчике, где мы находимся. Объем мусора, который вот у нас подпадет под рекультивацию, это 11 760 кубов. Итоговое тело полигона должно остаться площадью 0,88 гектара. И стоимость вот у нас объекта 8 миллионов 330 тысяч рублей. Этот полигон в Яльчиках существует еще с конца 80-х годов прошлого века. Отходы со всего района свозились именно сюда до недавнего времени. По мере их накопления негативное влияние на окружающую среду усиливалось. Здесь полностью со всего района весь мусор вывозился на этот полигон, на эту свалку. И более 30 лет накопилось очень много мусора, и загрязняло и окружающую площадь, близлежащие реки. Подрядная организация «Феникс» из города Севастополя приступила к работам в мае текущего года. Как раз в текущем году в рамках реализации программы «Чистая страна», которая входит в национальный проект «Экология», на реконструкции, на рекультивации этой свалки были выделены финансовые средства. И администрация района был проведен электронный аукцион, и 6 мая 2020 года мы заключили муниципальный контракт между Яльчикской районной администрацией и организацией «Феникс». В данный момент здесь работает 5 единиц техники, 2 бульдозера, 2 самосвала и экскаватор. Мусор компонуют и уплотняют. После того, как все отходы будут собраны и уплотнены, будет положен специальный гидроизолирующий материал, чтобы атмосферные осадки не проникали внутрь полигона. Затем наложат слой щебня, глины и чернозема с последующим посевом травы. Таким образом, земля вновь станет пригодной для использования. Сейчас на свалке в Ячиках уже выполнен большой объем работ. При помощи бульдозеров, экскаваторов и самосвалов производится формирование, сбор мусора и компоновка в новое тело полигона. Производится укатка, уплотнение грунта, мусора перемешанного с грунтом. Катком укатывается, уплотняется, формируется новая геометрия тела. Ход выполнения работ контролируется как со стороны временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева, так и со стороны администрации района и Министерства природы. Пока мы видим, что работы начаты, то есть тело полигона формируется, но вот на сегодняшний день там технику, как говорит подрядчик, они проводят технические работы по техническому обслуживанию. Но вот администрация района осуществляет ежедневный контроль. Соответственно, мы будем следить за тем, чтобы все проводилось в срок. Надо использовать каждый вот такой погожий день, пока погода позволяет. Мы видели, что до этого были дожди, и действительно было сложно приступить к работам. Вот пока погода хорошая, солнечная, то есть максимальное количество работ нужно в это время произвести. Работы ведутся по графику. Завершить рекультивацию запланировано в срок до 14 июля текущего года. А рекультивация свалки Валикова должна завершиться в ноябре. Закрытие свалки в Яльчиках позволит защитить почву и водоем от загрязнения, что позволит улучшить экологическую обстановку и самочувствие жителей близлежащих населенных пунктов. Елена Яковлева, Дмитрий Федоров. Жизнь столицы.